И еще один сюжет, это уже по поводу нашей полемики с протестантами. О том, что необходимо, предание необходимо. Попробуем объяснить, почему в этом есть необходимость. Первая вещь, вопрос, который стоит им адресовать. Скажите, кто является создателем Библии? То есть попробуйте ответить на этот вопрос не высоко богословски. У нас же, в отличие от мусульман, нет идеи предвечного Корана, предвечного Евангелия, вечной Библии на небесах. Да? Понимаете, ни один из авторов Библии не знал, что он пишет Библию. Вот апостол Павел пишет послание Тимофею. Он знает, что он пишет часть Священного Писания, что рядом с Пятикнижием Моисеева это его письмо будет? Он это не знал никак. Кто решил, что это будет вместе? Вот выходит, Библия — это книги, это библиотека. Десятки книг, написанные десятками разных авторов, на разных языках, на протяжении 1500 лет. Кто собрал их вместе? Под одну обложку, грубо говоря. Я понимаю, что есть богословский Дух Святой, это я все понимаю. А конкретно, как этот Дух Святой действует? Знаете, вот если есть сборник научных статей или сборник стихотворений, антология современной поэзии, там на титульном листе обязательно будет указано автор-составитель, редактор-составитель. Вот вопрос, этот редактор-составитель Библии это кто? И вот надо заставить баптистские мозги работать, чтобы они поняли, что это церковь сделала. И здесь опять возвращаемся к вопросу о предании. Первичность предания по отношению к Писанию. Потому что сначала опыт жизни во Христе, а потом фиксация этого опыта, в том числе на страницах Евангелия. Исторически предание первичнее по отношению к Писанию. Сначала были христиане, а потом христианские писатели, в том числе апостолы, евангелисты. И даже евангелисты сначала стали христианами, а только потом они стали евангелистами. Для меня одно из самых главных чудес в церковной истории – это вот какое. Каким образом во II-III веках на огромном пространстве Всемирной Римской империи раздрозненные ранее христианские общины смогли сделать одинаковый отбор книг. Знаете, интернета не было, факсов не было, телефонов не было, криминологическо-прижиковеческой экспертизы тоже не было, пап не было, патриархов не было, инквизиции тоже не было. И вот внешне разрозненные церковные общины, как у них оказался одинаковый вкус. Представьте себе, что мы с вами, христианская община II века, в Керчи. Ну что такое Керчь или Пицунда, да? Вот Пицунда. Это же Магадан. Пицунда — это Магадан, с точки зрения римлянина. Это крайний север. Крайний север Римской империи. Место ссылки каторжной. И вот мы с вами в Пицунде вот живем, у нас небольшая христианская община. На прошлой неделе корабль прибыл издалека, из Александрии. И вот оттуда какой-то купчишка вдруг находит нас, приходит на наше тайное воскресное, полутайное, в общем, воскресное собрание, потому что там где-то у них, может быть, где-то в Коринфе гонение на христиан, а у нас в нашем Пицунде более-менее спокойно, прокуратор нас не трогает. И вот этот купчишка приходит к нам на собрание, заявляет, что он христианин, доказывает нам это, там как-то вот, крестится в конце концов, да. Вот, и просит допустить нас до агапы, до вечери любви. Мы соглашаемся, приходи. Вот. Он приходит, но, понимаете, там же нету типикона еще в это время, поэтому довольно, есть свои традиции, какие? Еврейские традиции, в общем. Любой совершеннолетний мужчина, то есть возраст 12 лет, член общины, имеет право предложить общине свое толкование Писания. Прямо на собрании здесь же. И вот, соответственно, этот наш гость из Александрии заслушал чтение Евангелия, проповедь нашего местного епископа на эту тему. А затем говорит: простите, братья, вы читали Евангелие от Марка? Так, а Марк, он ученик Павла, а у меня есть Евангелие от Павла. И кроме того, у меня привез Евангелие от Божьей Матери, от самой.
Хотите заслушать? Как мы среагируем? Евангелие от Божьей Матери. Да вы что? Мы же только мечтать об этом могли. Конечно, брат, расскажи. И он начинает нам зачитывать какое-нибудь Евангелие от Марии. Мы слушаем, а у нас уши начинают вянуть. Это не тот Христос, которого мы любим. И вот мы не можем провести экспертизу. Образец почерка апостола Павла, представьте, у нас вот есть его собственник, да, ксерокопия его послания, оригинала, да, а у вас иначе. У нас нету лингвистического института, который сравнил бы там вот лингвистический анализ, контекстуальный, исторический. Мы все этого делать не умеем. Но вот чувство, ощущение не то. И вроде бы благочестиво и красиво сказано, не то. Не то. И вот это очень важно, вот это чувство отторжения, аллергическая реакция, она оказалась всеобщецерковной. В церквах Персии, Индии, Эфиопии, Британии, Ирландии. Понимаете, эти общины, которые не связаны были, у них не было возможности переписываться, а это та книжка или не та книжка. Вот. А они выбор сделали одинаковый. И вот это вот одно из вот самых удивительных чудес церковной истории, на мой взгляд. И это подтверждение того, что предание первично. Предание как опыт, постановка голоса, постановка вкуса. Как писал отец Александр Ельчининов, как бывает правильно поставленный голос, так бывает правильно поставленная душа. Вот это и есть задача предания. Правильно построить душу, настроить душу. Вторая история. Когда мне сваливается на меня такое счастье, живой баптист, адвентист и так далее, я говорю ему, а скажите, а вы Христу молитесь, Иисусу Христу? Он говорит, да, конечно, молимся. Тогда я скажите, где в Писании сказано, что надо молиться Иисусу Христу? Покажите мне из Писания. То есть я сам становлюсь упертым баптистом, говорю, без Писания не верю. Он начинает приводить мне разные места Писания. Говорю, простите, здесь сказано, помолились Господу. А под Господа, может быть, Бог Отец имеется в виду. С чего вы взяли, что это обращение к Христу? Смотрите, серьезная вещь. Нигде в Новом Завете мы не видим, чтобы апостолы обращались с мольбой ко Христу, если они Его не видели. Когда апостолы видят Христа, ну, естественно, как вы можете меня попросить, я вас, апостолы просят Христа о чем-то. Когда Христос является им в пасхальных явлениях, видениях апостолу Павлу, апостолу Стефану в минуту его кончины, Стефан видит в разверстых небесах Христа и молится ему. Это понятно. Но нигде мы не видим, чтобы в день Пятидесятницы апостолы молились Христу. Не видим мы этого. Даже Ориген, на что уж утонченный знаток Писания, вот Ориген в III веке считал, что Христу молиться нельзя. И тем не менее мы молимся Христу. И вы, баптисты, тоже молитесь Христу. А теперь скажите, пожалуйста, как называется такое установление церковной жизни, которое в церковной жизни принято всеми, а в Писании основания у него нет? Как это называется? Предание. Так что, дорогие братья баптисты, поздравляю вас, у вас тоже есть предание. Минимум 2. Канон Нового Завета, вообще Библии, и молитва ко Христу. Какой вывод из этого открытия делаем? Я не зову полицию. Караул, нас ограбили, 2 наших предания баптисты сперли. Нет. Что ж такое? У меня какие-то отпечатки пальцев неправильные. Только прикоснусь, и он уже. В Потеряке есть... В Потеряке или нет? В Духовном Луге. В Духовном Луге есть такая замечательная история. На монастырь где-то в египетской пустыне нападают варвары. Бандиты разграбили келью, монастырь, келью некого старчика и ушли. Старец озирается и видит, бандиты забыли рясу. Нет, металлом не надо. И видит, бандиты забыли рясу у него. Слово ряса вам понятно или объяснить надо? Что такое ряса? Нет. Дерюга. Слово ряса означает всего лишь навсего дерюшка. Дерюшка. То есть понятие шелковая ряса — это горячий лед. Ну, что-то такое, колючее, неудобное, типа власеница. То, что никому не надо. И вот этим бандитам, даже бандитам, эта ряска не была нужна.
Так старец хватает эту рясу, бежит за бандитами с воплем: «Братья, остановитесь, вы меня вот это забыли, возьмите, пожалуйста». Вот с таким же воплем я бегу за баптистом, говорю: «Братья, остановитесь, вы сперли у церкви 2 предания. Я не против, но, пожалуйста, возьмите у нас и все остальные. Не только предание молитвы Христу, но и молитвы Божьей Матери, ангелу, хранителю, святым отцам. Возьмете, украдите у нас все и будете как мы». Совсем православные. Да. Будете как мы. Не могу удержаться, не рассказать еще один мой любимый мемуар. 1937 год. Ну, в Советском Союзе понятные ассоциации, а вообще-то в это время культурное человечество в 1937 году отмечало столетие со дня смерти Пушкина. И в Парижском богословском институте Свято-Сергиевском по этому поводу была конференция устроена. Среди участников конференции были конвертиты, несколько католических священников, перешедших в православие. Вот мы часто сегодня слышим об униатах. Это люди, которые сохраняют православную внешность, а исповедуют католическую доктрину. А вот есть униаты наоборот, их очень немного, но они есть. То есть это католики, обратившиеся в православие, и им разрешили сохранить западный обряд. Но они при этом исповедуют православие и нашим каноническим епископам подчиняются. И вот нескольких священников, в основном из французских колоний Африки, ну, кто-то из Бельгии, кто-то из Франции, из Африки были. Вот они были на этом собрании. И один из них делал доклад о Пушкине. И он начал свою речь так: вы знаете, мне так приятно говорить о Пушкине, потому что Пушкин совсем как я. Он и негр, и православный. Вот. Так вот, я и говорю, соответственно, этим баптистам: вот украдите у нас все до остатка и будете совсем как мы. Тоже православный, это замечательно. И, наконец, тот тезис, с которого я начал сегодняшнее общение. Любой текст требует читателя, компетентного читателя. Старшеклассникам или студентам я говорю: ребята, вы можете назвать мне имя соавтора «Войны и мира»? Соавтор романа Николая Толстого «Война и мир». Умненькие детки округляют глаза, думают: поп, ты что накурился? Какой там соавтор? Я говорю: а соавтор есть. Как зовут преподавателя литературы в вашей школе? Марья Ивановна? Так вот, она является соавтором Ивана Николаевича Толстого. Потому что любой читатель является соавтором писателя. А особенно тот читатель, который свое понимание текста транслирует дальше. И вот для того, чтобы понять текст, надо быть конгениальным ему. Подобное познается подобным. И вот по этой причине также текст нуждается в традиции его прочтения. И это тоже одно из важнейших проявлений и назначений священного предания.